После десятилетнего перерыва общественно-патриотическое движение «Молодая Абхазия» начинает новый этап своей истории. В Абхазском государственном университете открылся международный молодежный форум, в рамках которого состоялся учредительный съезд обновленной организации. Делегаты приняли новый устав, избрали руководство и определили основные направления дальнейшей работы. В съезде участвовали 360 делегатов движения, представители всех районов республики, ветераны организации, а также гости из России и Южной Осетии. Торжественную часть открыл вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараш Хагба. Он отметил, что молодежная политика республики выходит на новый уровень, а сотрудничество с российскими партнерами открывает для молодежи большие возможности. Сегодня мы строим новую систему взаимодействия с молодежью, соединяя славные традиции прошлого с амбициозными задачами будущего. Глава государства неизменно подчеркивает, инвестиции в молодежь – это инвестиции в суверенитет и будущее нашей страны. Именно по поручению президента мы выводим молодежную политику на принципиально новый системный уровень. И наша задача – координировать усилия всех общественных организаций, направлять их инициативы в нужное русло, обеспечивать ресурсами и поддержкой. Участников форума приветствовали представители федеральных молодежных структур России. Заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов зачитал приветствие первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. В нем подчеркивается, что именно молодому поколению предстоит в будущем укреплять сотрудничество России и Абхазии. Дорогие друзья, российская и абхазские братские народы прочно связаны едиными ценностями, традициями, дружбой, взаимного уважения и добрососедскими отношениями. Особую роль в развитии и укреплении которой всегда играла, конечно же, молодежь. Именно вам, талантливым, целеустремленным молодым людям, предстоит вместе строить будущее нашей страны. Перед участниками форума также выступили посол России в Абхазии Вячеслав Гладков, представители Абхазского государственного университета и делегации Южной Осетии. Во время выступления неожиданно отключилось электричество, однако работу форума не остановили. Официальная часть продолжилась при свете фонариков мобильных телефонов. Для молодого поколения это не просто площадка для обмена мнениями, но и проявление доверия и шанс внести свой вклад в общее дело. Сегодня хотел бы сказать, что в дни 18-й годовщины войны в Южной Осетии в 2008 году и особенно остро ощущается та нерушимая связь поколений, которая делает нас сильнее. Она проявляется и в бережном отношении к памяти героев. Здесь, на территории университета, находится памятник тем, которые в тяжелых 90-х годах не дрогнули и ценой своей жизни выстояли. И у нас сегодня есть то, чем мы можем гордиться. И их подвиг напоминает нам, что единство не просто слово, а живая традиция, которую мы обязаны хранить и передавать следующим поколениям. После торжественной части состоялся учредительный съезд молодой Абхазии. Делегаты приняли новую редакцию устава. Теперь организация официально носит название Республиканская молодежная общественная организация «Молодая Абхазия». Возраст вступления снижается с 18 до 14 лет. Для управления создан координационный совет, в который войдут ветераны движения и представители молодежи, а новым председателем единогласно избран Саид Куланба. Мы будем активно заниматься популяризацией здорового образа жизни и массового спорта, профилактикой вредных привычек через спортивные и просветительские мероприятия. Отдельное внимание уделим традиционным расовым ценностям абхазского общества, формированию уважения к национальному культурному наследию и внедрению принципов Абсура в современную молодежную среду. Важнейшим направлением станет создание устойчивой сети сельских молодежных представительств, чтобы работа шла не только в центре, а и во всех уголках нашей страны. И, конечно же, мы продолжим готовить молодых лидеров, которые смогут эффективно работать в органах государственной власти, местном самоуправлении и общественных организациях.
Первый председатель движения, министр по чрезвычайным ситуациям Аля Савицба, назвал его возрождение важным событием для страны. По его словам, молодая Абхазия всегда была школой общественной активности, и новое поколение должно сохранить и продолжить ее традиции. Сегодня, да, была пауза длиной в 10 лет, но в былые годы молодая Абхазия, здесь Денис Зурабович говорил, реализовала очень много важных, нужных проектов, которые всколыхнули, можно сказать, да, такую молодежную активность в Республике Абхазия. Мы в тесном тандеме, в тесном взаимодействии работали всегда. Я уверен, у новой, у обновленной молодой Абхазии будет то же самое со всеми государственными структурами. Мы были надежной опорой государственного ведомства, да, Государственного комитета по делам молодежи и спорту. Я уверен, что все будет точно так же. Добрые традиции, которые когда-то были заложены, они будут продолжены. Одним из направлений развития обновленной молодой Абхазии станет создание единой экосистемы молодежных организаций. Важным шагом стало подписание серии рамочных соглашений с российскими партнерами. Молодая Абхазия и молодежка Народного фронта договорились о совместных социальных и волонтерских проектах. Абхазский корпус молодых спасателей и Всероссийский студенческий корпус спасателей закрепили партнерство в сфере культуры, безопасности и развития добровольческих отрядов. А патриотическое объединение «Базги» Центр «Воин» сосредоточится на военно-спортивной подготовке и воспитании молодежи. В рамках этого соглашения планируется помогать Центру БАСК развивать в республике военно-спортивную подготовку и военно-патриотическое воспитание. Мы будем обмениваться опытом, лучшими практиками, будем проводить совместно военно-спортивные игры. И также это соглашение предусматривает оказание возможной материальной поддержки деятельности Центра БАСК и приобретение материально-технической базы для учебного процесса. Сегодня мы приехали не с пустыми руками, мы привезли с собой городок безопасности, на котором любой из участников мероприятия может попробовать себя в роли спасателя, поработать с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, поучиться оказывать первую помощь, посмотреть, как формируется штаб для ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые мы разворачиваем в тот момент, когда наши добровольцы прибывают в тот или иной субъект Российской Федерации для того, чтобы оказать помощь специальным службам при ликвидации ЧС. Позаниматься альпинизмом, попробовать спасти условного пострадавшего в завале. То есть большая интерактивная площадка, которая в полной мере дает молодым людям понять возможности тех навыков, которыми они могут обучиться в нашей организации. И в дальнейшем эти навыки могут спасти чью-то жизнь. Двухдневную программу разделили на тематические блоки. В первый день эксперты и участники разбирали вопросы молодежной политики, грантовую поддержку и развитие медиа. Впереди участников ждут лекции, встречи с российскими спортсменами и защита собственных проектов. Заур Кварча, Торник Амичба, Абазатова.